Эмомали Рахмон вручил таджикам новые машины. За что? И, наконец-то, наши правоохранительные органы начали реально решать проблемы. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оказал финансовую поддержку семьям пострадавших и потерявшим близких в результате трагической аварии в городе Куляб, произошедшей 6 августа, сообщил заместитель мэра Куляба Арзу Хамидион. В частности, глава государства передал новые автомобили людям, чьи транспортные средства пострадали в результате столкновения с грузовиком. В дополнение к этому президент выделил по 20 тысяч самани семьям 11 погибших и по 7 тысяч самани семьям 12 пострадавших, сказал он. Арзу Хамидион добавил, что по поручению главы государства были переданы продукты питания на сумму 5 тысяч самани каждой семье, где погибли или пострадали люди. Напомним, после трагедии в Кулябе Эмомали Рахмон поручил направить 100 тысяч самани из республиканского бюджета и 185 тысяч самани из бюджета в Хатлонской области города Куляб на оказание помощи пострадавшим. Ранее министр внутренних дел Рамазан Рахимзада, главы ГКНБ и КЧС Саймумин Ятимов и Рустам Назарзада посетили пострадавших в ДТП в Кулябе и предоставили материальную помощь. Напомним, в результате ДТП, произошедшего 6 августа рядом с рынком Саманийон в Кулябе, погибли 11 человек. 7 автомобилей, позже выяснилось, их число достигло 9, получили повреждения, а 3 жилых дома были разрушены. Мэрия Куляба обязалась возвести новые дома вместо 3 разрушенных в результате трагедии. Как вам такая помощь от президента? А министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзада сообщил на пресс-конференции 11 августа, что у грузовика, по вине водителя, которого произошла автокатастрофа в Кулябе, проблемы с тормозами возникли еще ранее. Рамазан Рахимзада заявил, что по результатам предварительного следствия дорожно-транспортное происшествие произошло из-за отказа тормозной системы грузовика. Версия, в которой некоторые сомневаются. Журналисты спросили у министра, верна ли информация о том, что этот автомобиль попадал в аварию еще в Дарвазском районе. В Дарвазе грузовик аварию не совершал, но у него там была проблема с тормозным механизмом. Эту проблему в Дарвазе решили, и потом грузовик проехал еще почти 100 километров. И на самом тяжелом спуске из самого Шураабада до Куляба он проехал его и уже в Кулябе совершил ДТП, ответил Рахимзада. Министр не стал дальше объяснять, какие причины возникли в тормозной системе грузовика и насколько правильным было решение с технической точки зрения продолжить движение. Рамазан Рахимзада добавил, что в связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело. Следствие по факту ДТП ведет прокуратура. После автокатастрофы некоторые представители оппозиции заявили, что автомобиль Дулан, скорее всего, имел сверхнормативную нагрузку, а также не проходил техосмотр. Власти на эти критические замечания никак не отреагировали. 11 августа министр внутренних дел лишь сообщил, что у водителя грузовика, который также погиб в аварии, водительский стаж составлял более 10 лет. В этом году это уже второй случай, когда грузовые автомобили попадают в ДТП на автодороге Харок-Куляб. В марте в ДТП с грузовиком в Кулябе погибло 3 человека. Водители со стажем говорят, что на автомобильной дороге с длительным спуском от самого Шураабада до Куляба нужно что-то менять, чтобы сделать ее более безопасной. По информации МВД, только за первое полугодие текущего года в Таджикистане произошло 492 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 193 человека и более 500 получили ранения. Число погибших в ДТП превышает аналогичный период прошлого года на 13 человек. Конечно, это вызывает тревогу. Увеличилось количество транспорта в стране, растет интенсивность дорожного движения. Да, мы знаем, что дороги ремонтируются, состояние некоторых дорог не соответствует нормативным требованиям и регистрируется все больше аварий. Мы дали свое заключение в Министерство транспорта, которое, соответственно, принимает меры по устранению факторов, которые вызывают ДТП, отметил министр внутренних дел. Рост дорожно-транспортных происшествий в Таджикистане усилил волну критики в адрес сотрудников госавтоинспекции. Из-за роста крупных ДТП несколько ответственных работников ГАИ были освобождены от занимаемых должностей. Власти пообещали провести аттестацию всего личного состава ГАИ и избавиться от случайных людей. Эксперты же говорят, что ситуация не изменится, пока не будет искоренена коррупция. А как вы думаете, возможно ли вообще это? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.